Девчонка, приветик. Да, я тебе снова теперь видео запишу, но теперь нормально, когда светло, потому что тогда записывал темно, а теперь напишу, когда светло. Надеюсь, меня нормально видно, надеюсь, видно, куда я еду, потому что я вообще тебе решил, думаю, запишу всякие такие видео, когда я с тобой катаюсь на машине, потому что у меня в последнее время очень мало времени, все время работаю, и в машине всегда есть возможность поговорить с тобой, да, малышка? Вот, и я сейчас поеду домой, я еду с лекций, настроение хорошее, отличное, наработался, вот, и теперь еду с тобой, разговариваю по солнышку. Ты смотри, сегодня был у нас в Латвии сегодня, да, Эрика? Ну, ты, у нас с тобой, значит, такой ураган прошел вчера, и деревья повыкорчевывало. У нас под домом стояли березы, там разные другие деревья, и все повыкорчевывало, одно дерево упало просто, представляешь, девчонка? Просто упало и все. Да. Представляешь, да, такая штука, взяла дерево и упала просто. Вот. Видишь, какое солнышко? Отличная погода. Я сегодня звонил в садик, хотел тебя узнать, как у тебя там дела, все такое. Ты молодец, мне сказали, что ты хорошая девочка, что у тебя все в порядке, что ты там гуляешь, отдыхаешь, что тебе нравится в садике. Я очень рад, что так. И потом, когда все это, все будет нормально, мы с тобой снова увидимся, и я к тебе в садик забегу, и мы с тобой погуляем. Раньше я все время тебя брал, катал в машине, когда, помнишь, когда приезжал к тебе, мы с тобой брали, катались в этой машине, в другой машине, там ездили везде. Вот так же самое будем с тобой потом тоже везде ездить и все смотреть, да. Сегодня, так бы сегодня поехали бы, уточек покормили куда-нибудь. Помнишь, мы с тобой уточек кормили? Ты бегала там еще вокруг там воды, и я боялся, что ты упадешь. Сейчас еще покормил. Я сейчас по трассе свою прокачусь. Вчера хотел себе, чтобы ты тоже со мной проехал вчера или позавчера, когда я видосик снимал, у меня потом камера слетела. Сейчас вот уже нормально поставил, но мне кажется, что плохо видно то, куда я еду. В основном видно меня, а куда я еду, не видно. Но сейчас вот в пробку заедем, я попробую подвинуть. А то за рулем, знаешь, нельзя ничего трогать. Надо просто ездить аккуратно и смотреть, чтобы не создать аварийных ситуаций и тому подобное. Машин много сегодня едет домой. Видишь, сколько машин там едет домой? Ты не видишь, я смотрю. Сейчас, подожди, покажу так. Вот там много машин едет домой. Сегодня пораньше поеду, мне еще вечером надо лекции читать будет. Но я из дома уже почитаю. Так интереснее. Что-то я хотел еще тебе сказать. Что я хотел тебе сказать? А вот что и вылетело из головы. А вот сегодня пить хочется. Угу. Я попробую, знаешь, как сделать сейчас? Немного опущу седлушку. Опа, вот так. И вот эту сделаю так. И тогда ты будешь видеть, куда я еду. Сейчас, да. Вот что-то видно уже впереди. Видишь, там машина такая. У нее прицеп. Туда можно и за другую машину посадить. Там все перестраиваются. Я тебя так буду потихоньку записывать видео, именно вот где просто еду, разговариваю, чтобы с тобой поговорить. Ты потом посмотришь и вспомнишь, посмотришь, как наверстаешь упущенное. То, что нам не удается сейчас пообщаться, потом пообщаемся. У нас уже с тобой столько видео записано, это можно смотреть и смотреть. Так. Это сейчас 4, сейчас почти 5 часов. Давай пропустим машинку, проезжай. Да. Тоже такая же Toyota, как у нас, только поновее проехала. Поблагодарила. Там девушка за рулем.
Ну, меня сейчас хорошо, наверное, видно, просто темно, да, потому что солнце. Вот видишь, там как все происходит, машина двигается. Немного туда в бок ее поставлю, вот тогда можно будет так, чтобы ты видела, куда я еду и тому подобное и так далее. Вот. Не получается, да? Вот так вот. Пока тут. Вах. Давай, Эрика, с тобой повторим чеченский язык, пока едем. Смотри, я буду говорить слово, потом немножко подожду, а потом скажу перевод. И если ты знаешь сама, ну, у тебя само в голову придет, а если не знаешь, то будет перевод. Вот давай я буду говорить слова, ну, которые мне в голову приходят. Мотоцикл, вот, ну, мотоцикл. Вот, машин, машина. Шадду. Помнишь, что такое шадду? Шадду — это вилы. Недавно совсем проходили. Теперь давай следующее. Нерсью — огурец. Эрзью, Элька — орел. Эрзанан или, получается, орлиная песня, или глаз орла, получается, ну так, Эрзанан или. Теперь давай Дашу. Такого слова мы еще не учили, золото. Я недавно, когда вот на видосики все эти ставлю, мы переписывались в комментариях с одним чеченцем, и он мне дал песенку послушать. Дашу Ахаргули. Ну, это «Золотые журавли». Очень красиво, мне реально понравилась такая. Наверное, тебе тоже потом понравится. Вот поедем с тобой кататься, мы на диск запишем и будем ее слушать. Тебе покажу. Она такая очень приятная, там такой ритм хороший. Знаешь, ее можно слушать и слушать. Мы с Алинушкой, когда ехали в Лепу недавно, да, вот когда буквально там на прошлой неделе, мы просто эту песню, наверное, раз 10 послушали. И ей, и мне понравилось. Вообще супер песня. Да, я скажу, духа баркалхон сан нохчин дотах, да, чтобы эту такую песенку мне дал. Теперь, Эль, давай следующую. Цицикду. Это кто у нас Цицикду? Помнишь? Цицикду. Это кот. Да. Арш-цицик. Черный кот. Сун арш-цицик дара. Сун арш-цицик дара. У меня был черный кот. Да. Очень красивый черный котик был. Вот пока мы с тобой разговариваем, так и время проходит, так и пробочку сейчас проедем. Приду, в магазин зайду и опять на работу. Получается, что я работаю сегодня с 10:45 до 9. И у меня перерыв только 40 минут один. И вот час-полтора. Нормально. Элечка, да, заработаемся. Потом я так хочу тебе домик сделать. У меня даже столярные инструменты и все. Но пока не получается, я буду находить время, я тебе сделаю. Все равно, пока нам с тобой запрещают видеться, мы с тобой потом увидимся, и тогда все будет. Кстати, Элька, ты вот реально, если тебе кто-то про меня плохо говорит, ты не слушай. Я тебе всегда это говорил, просто не слушай. Я тебя очень люблю. Да. Так, поехали теперь по трассе. О, нормально. Тут можно до 70 разгоняться. Даже до 80, если никто не мешает. Так, что, цицик повторили. Давай еще с тобой повторим следующие слова. Интересно, знаешь, вообще, вот языки изучать это здорово, потому что я помню, что же, когда я был маленький, мне мама тоже всегда говорила, да, вот по этому языку, там, по-французски, по-английски, там, скажи вот это слово, да. И как-то запоминались они мне. Потом стало, когда я уже был подростком, там мне языки не нравились, я ни один язык толком не знал. А потом, когда я уже побольше стал, там лет 16, 17, 18 мне было, вот мне тогда все так захотелось изучать языки. И то, что мне в детстве, вот мама учила в детстве меня языкам, это мне помогло.
Так же самое, когда-то музыке тоже я учился в детстве. И теперь, когда я хочу играть на пианино, мне тоже помогло. То есть, ну, вот так что в детстве очень важно все изучать, поэтому, Элечка, вот так хочется тебе тоже научить языкам. Чеченский язык вообще такой интересный, его мало кто знает здесь в Латвии. Здорово, если мы будем с тобой на нем говорить. Представляешь, как классно? Мы просто поедем с тобой куда-нибудь, мы пойдем, будем по-чеченски говорить. Никто не будет знать, о чем мы говорим. Вообще, мы будем с тобой такие, ну, просто вот наш с тобой будет, надо выучить. Вот с Мыслюсей, с своей тетей, так бывает, ну, что-то она умеет там на мелцах, это сколько времени, там, мелсах, да, или там, хомухью, так как у тебя дела, спрашиваю. Она меня спрашивает, хомух, вот, да, и ну, так здорово, мы так разговариваем потихоньку. Сейчас мы с тобой книжку эту пройдем, будем еще лучше говорить. Давай еще вспомним слова. Вот я вспомнил слова куктах, куктахью, куктахью. Это что, помнишь, куктахью? Это, Элечка, это грабли. Теперь давай следующее слово. Хитухуркью. Хитухуркью. Вот, хитухурк. Я как раз мимо мойки проезжаю, а хитухурк это лейка. Хитухурк. Лейка. Интересно, кстати, я вот запомнил это слово, потому что слово хи, не знаю, как правильно, скорее всего, там у меня в транскрипции было хы. Ну, я так и раньше читал хи все время. Хи это вода. Хиш, воды. То есть хитухурк, тоха это бить, тухурк, ну, это как бы лить, наверное, вот это же водолейка получается. Вот хитухурк. Интересно. По Ямин такой еду. У нас в Латвии тут дороги тоже, конечно, не ахти. Но не везде. Кое-где есть хорошие. Тут до Юрмала строят хорошую дорогу. Не будем жаловаться. Так. И дальше давай следующее. Ю-ю. Знаешь, что такое, Элька? Ю-ю. Ю-ю. Ну, вспоминай, что такое ю-ю. Это шило. Да, я в свое время думал, что это поплавок по незнанию. Ну, благодаря... Вот хорошо, видео поставил тебе, сказал, и теперь мне знаю, что ю это шило. Я бы не догадался, там шило нарисовано как поплавок, реально. Давай еще следующее слово какое-нибудь возьмем, да? Так, слышишь, да, Элька, меня? Что, не заснул еще? Я всегда, когда с тобой ездил в машине, всегда смотрел назад, думаю, ты там спишь, не спишь в детском сидении. Короче, пока пробка. Скажи мне, пожалуйста, как будет... Что такое юртью? Помнишь? Это было в первом уроке. Юртью. Это село. Юртью. А еще, Элечка, галью. Помнишь? Галью. Что такое галью? Галью – это город. Рига и Галью, Липа и Галью, Дикли и Юртью. Вот так вот у нас в Латвии, да, тут много разных сел, много городов. Тукумс и Галью, Тукумс хаз Галью, потом Колка и Юртью, Венспилс и Галью, Елгава и Галью, вот, потом это Бауска и Галью, Салдус и Галью, Скрунда и Галью, Коцины и Юртью, Валмера и Галью. Вот так, видишь, я тут немного географию латвийскую знаю. А давай теперь следующее. Цеду, ценожду. Что такое ценожду? Помнишь? Ценожду. Ценожду дома. Так здорово, Элька, вот еду, как бы, ну, с камерой, разговариваю, но я реально чувствую, что я с тобой. Надеюсь, что тоже это чувствуешь, потому что интересно так бывает, когда вот, наверное, есть какая-то связь между детьми и их родителями. Как-то вот бывает же так, что переживаешь, дети чувствуют, что переживают твои родители, родители чувствуют, что переживают дети. Вот. Все равно надо, я не могу, Элька, тебя так просто оставить, как вот хотят там многие, да, чтобы, вот я хочу, чтобы ты знала, что у тебя есть папа, что у тебя есть, что оба родителя у тебя есть, что все у тебя хорошо и так далее. И никто не сможет, вот реально тебе скажу, просто если любовь есть, никто никогда не закроет, что хотят, могут делать, всегда все будет как надо.
Это справедливость, это в мире вот всегда так. Вот поверь мне, да, вот так вот есть. Надо верить, что все хорошо, надо действовать, нельзя под лежачий камень, вода не течет, а когда вот ты все действуешь, ты делаешь, все равно все рано или поздно возвращается на свои места. Вот. Давай дальше посмотрим. How you, там, cedu, да, давай посмотрим, дорога, знаешь, как будет дорога? Neck you. По-моему, you. Если вдруг кто-то меня смотрит, и вот я ошибаюсь, вот дорога, neck you. Это у Али Димаевой, нет, не у Али Димаева, у Аптиби Султанова есть стихотворение, там говорится, что переплетаются наши пути, нек, что. Вот, и я помню, я читал это стихотворение, и да, вот я забыл, какой там класс, ю или ду, нек, ю. Я думаю, что ю. Если вдруг, ребята, вы слушаете, и я ошибаюсь, поправьте, реально интересно посмотреть. Но я потом сам пойду посмотрю, мне тоже интересно. Так, давай еще какое-нибудь слово придумаем. Шадду, я тебе говорил, вилы. А как лопата? Давай, белью. Вот, белью от лопата. Я реально помню все слова. Вот ты читаешь, сколько я прочитал там в Вильнюсе, вот прочитал в Вильнюсе 5 слов или сколько. Я помню, что меткью это мотыга, белью это лопата, потом ю это шило, дальше я помню еще жовду это молоток, жовду, что-то я быстро уже говорю, ну ничего, это так, жовду это молоток, и еще было что-то еще, ну так вспомнится, знаешь, не надо напрягаться, там что-то вспомнится, все время должно в голове крутиться. Я вот каждое видео помню. Эрсью, нерсью. Интересно так рифмуется. Эрсью, нерсью. Да. Ну, с тобой реально выучим чеченский. Дерек, где ходил. Там поедем в Грозный. Нас в Грозный зовут. Мы с тобой. Мы реально хочу поехать, потому что так, ну, обязательно на канале напишем, что мы поедем в Грозный. И главное, чтобы границы все открыли. Я вот тоже сегодня с воспитательницей твоей говорил в детском садике, да. Там написано, она сказала, что сейчас из-за ковида, из-за вируса не пускают вообще родителей в садик. То есть надо забирать тебя и как бы отдавать тебя на улице. Вот. И теоретически вот, ну, как бы надо, надеюсь, что все будет хорошо. Там все эти злые ребята, что нас запрещают встретиться, там успокоятся. Ну, может, они не злые, может, они просто, ну, немножко сбились с пути. Знаешь, надо думать хорошо все. Да, всем. И тогда мы с тобой увидимся, я могу тебе в садик прийти. И даже если будет ковид, то можно будет с тобой пообщаться там, ну, на улице, там все такое. Вот. Кстати, знаешь, как любовь по-чеченски, да? Я тебе не говорил еще такие слова. Безом любовь, да? Вот. Ты, получается, моя любимая дочка, ты будет сан безаман йо. Да? Сан безаман йо. Эльчка, ты моя любимая дочка. Вот. А папа будет Дада. Интересно, да? Так? Дада пишется, Дад, наверное, читается. Дад. Вот. А мама будет Нана, да. Нана, да. Вот. Бабушка, наверное, баба. Вот. А Данана, это получается родители, Данан. Интересно, то есть папа, мама, получается родители, Данан. Представляешь, да? Интересно такая логика. Ну, я смотрю, ты видишь только, как я в машине сижу, а то куда я еду, ты не видишь. Ну, ничего страшного. Потом я как-нибудь отрегулирую эту камеру, чтобы можно было видеть, смотри, сколько там машин, да, много. Стою в пробочке. Поставил специально так машину, чтобы было расстояние между машинами, потому что здесь поворот. И тогда, если кто-то налево захочет поворачивать, тогда они возьмут и повернут. Вообще, машину водить интересное занятие, мне очень нравится. И я давно мечтал водить машину, но я сдал на права только когда мне было уже там после студенческих лет, там, да, все такое. Сдал на права. И сразу купил себе автомобиль. У меня была первая машина, Элька, Маздочка, Mazda 626.
92-го года, зелененькая такая, хамелеон, с круиз-контролем, с электропакетом, с люком. Мне было... Машине было 16 лет. Можешь это посчитать, в каком году я ее купил. И эта машина была... Ну, она мне очень нравилась. Я на ней, помню, первый раз сразу купил, и через день надо было ехать в Ригу. А в Лиепае, ну, я учился, да, там маленький город. Сколько там в Лиепае жителей? Меньше 100 тысяч. 100, 90, 80, 70 где-то тысяч, 70 тысяч. Раньше было 120, ну 70 тысяч. И вот, ну, в Риге там миллион практически живет, там 800 тысяч человек живет. И я поехал, и у меня так, я там еду по этой дороге, по трассе, а я по трассе-то сколько там, ни разу не ездил туда еще, да, и едешь, когда по трассе, ты страшно, потому что там дороги всякие такие, ухабщики есть, где-то можно там машина, я думаю, что-то с машиной не так, реально думаю, машина ходит туда-сюда, думаю, что-то с ней не так. Потом до меня дошло, что это все нормально, просто дорога такая. Сейчас хорошо, дорогу сделали уже, там сколько уже, больше 10 лет прошло, как я машины вожу. Ну да, вот мне так понравилось, все, машина первая была машинка, маздочка такая, 92-го года, у нее было 126 лошадок, 126 лошадок, двигатель бензина 2.0 и очень хороший. У нее такой же руль был, похожий, какой-то Тойотки, тоже такая вот круиз-контролинг, только на другой стороне была. Мне нравилось. А на этой Тойотке мы с тобой катались. Я недавно ей тормоза чинил, там видео можешь посмотреть. Ладно, что там про машины, давай еще чеченский язык вспомним. Там ногчи мотать немножко, жим-жим будет, да? Вот, давай с тобой цицик я тебе сказал, а вот как мышь будет, вот я забыл, как мышь, забыл. Ладно, давай смотреть еще. Хи – это вода, хи тухур – клейка, хи тухур. Там еще было какие-то интересные. Кактух это было. Кактух, помнишь, что такое? Сегодня, кстати, повторяли уже. Кактух. Кактухью. Кактухью. Кактух. Никогда не наступай на кактух. Вот. Потому что если наступишь на кактух, то по голове получишь. Это грабли. Во. Что такое вотанду? Эйка, что такое вотанду? Это было, если вспоминать вот эти видео, что мы записывали, это было в аэропорту, мы разговаривали с твоей тетей Люсей. Вотанду. Вот вотанду. Помнишь, что такое вотанду? Если не помнишь, что это рубанок. А если помнишь, что это рубанок, ты молодец. Далее. Ковду. Ковбу. 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 Помнишь, что такое ковбу? Есть и ковбу, и ковду. Вот здесь интересно. Я забыл сам, какой из классов и что означает, потому что есть ковду и ковбу. Если брать ковду, по-моему, это были ворота, а ковбу это был напильник. Вот. Это я еще проверил. И еще, кстати, надо на моем видосике поставить ссылку. Я нашел очень хороший чеченско-русский словарик в онлайне. Я реально поставлю, чтобы можно было смотреть слова и проверять. Мне он понравился, там очень хороший Нохчин Дошам чеченский словарь. Так, и что еще осталось? Подожди, Ялечка, пока мы еще не приехали, давай еще воспользуемся моментом. Значит, как будет, что за слово дигду? Не дигду, а дигду. Диг. На г заканчивается. Дигду. Что это за слово? Помнила? Дигду. Дигду – это топор. Да. А дигду – хорошо. Топор – хорошо. Вот. А как самолет? Я вспомнил, что мы эти слова дигду, вотанду, это мы изучали, будучи в аэропорту. Вот как будет самолет? Самолет будет кема. Кема. Кем цаведу, я на самолете полечу, да. Кема, по-моему, самолет кема. Такие дела, малышка. Мы уже почти приехали. Сейчас я тогда видео буду останавливать уже скоро. Давай, пока я еще еду, давай еще какое-нибудь слово повторим. Значит, кема
это было вообще бонусное слово. Бонусное слово когда-то было море. Помнишь, как море там говорил? Мы когда с Алинушкой, с моей женой сидели на море и записывали для тебя видео, а я сказал, что море будет хорде на море. Вот мы там были в хорошем месте, Пусану Каунс. Да. Значит, да, интересно. Дальше поехали. Сейчас мы уже почти приедем. Сейчас в магазинчик заеду, куплю себе что-нибудь поесть. А то дома уже есть нечего. Да. Вот. Я сегодня в садике спрашиваю, как Эля ест. Мне говорят, нормально Эля ест, все хорошо. Эля не привереда, там есть дети, которые вообще ничего не едят. Но мне радостно, что тебя, Элька, нормально кормят, потому что, ну, если там ничего бы не ела, вы, конечно, волновался. А так, если ты там кашку ешь, все, значит, все отлично. Дерек Дихеду. Да, я тоже тебе кашку сварю, когда мы с тобой увидимся, разную, пшеную, овсяную, рисовую, гречневую, там любую, да, будем с тобой кашу есть с чем-нибудь вкусным, там, например, рисовую можно есть там с одной добавочкой, там гречневую можно с другой и так далее. Ну вот, сейчас я в магазин заеду, куплю себе что-нибудь поесть и поеду дальше работать. Мне надо сегодня со студентами моими, ну, у меня такие студенты, они старше меня, мне надо их компьютером учить. Вот, это я в одном проекте государственном, значит, затесался, чтобы повышать квалификацию людей на компьютерах. Ну и как бы, это же хорошо, делишься своими знаниями, то, что умеешь, то и делаешь. А еще, Элька, я воспользуюсь моментом, потом я еще скажу, мою машину, мое место заняли, ладно, пойдем туда. Значит, ладно, потом скажу, не буду говорить, это связано, ну, когда будет готово, тогда скажу, а то, когда не готово, тогда неудобно говорить, потому что если что-то будет не так, тогда ты пообещаешь и будет не так. Все. Адик Йолсон Хазьё, Дерек Дикхеду, Вай Гурду, Вай Кест. Я очень это верю. Все, надеюсь, ты поняла, что я сказал. Я тебе не буду говорить на русском, учи чеченский. Все. Пока. И если кто-то меня смотрит, досмотрел до конца, реально спасибо. Мне очень приятно, что вы смотрите мои видео. Они все для дочки, но раз вы их смотрите, то смотрите на здоровье, пусть они будут тоже для вас. Да, может быть, если вот так. Все. Я сейчас поеду и куплю своей жене цветочки. Мне так хочется ей хочется так цветочки подарить. Я пойду куплю. Все. Элечка, и тебе тоже цветочки подарю, когда мы с тобой увидимся. Адик Йол.